Здравствуйте! Сегодня темой телелекции «Эксперт зерна знаний» будет такое понятие предсвадебного цикла свадебной обрядности осетин – Калым и обряд, связан с ним, взятие Калыма и Радышина Фатка. Сейчас вместо Калыма, который уже ушел из обряда, осталось такое понятие, как мшайнак или фидаокак, ншайнак он еще называется. Это денежная сумма, которую сторона жениха оставляла в качестве залога за невесту. Вместо денежной суммы также в прошлом могли оставлять оружие и также, что важно, стрелу. В понятие ирод также входили такие подарки, которые назывались мадыбах, мадырвадыбах, мадалаварыбах и фатыбах. Это наиболее древние понятия. Например, Шамиль Джикаев так рассматривал это понятие в контексте нардского эпоса и приводил пример. Подарок коня означал свадебный сговор. Хамыс посватал дочь Донбеттера и оставил им коня стрелы, фатыбах. Это был залог в качестве знака брачного сговора. В счет Калыма шел подарок зятя родственникам невесты именем ее матери. Согласно Джикаеву, фатыбах – это залог и предмет Калыма. Не все исследователи с этим согласны, что фатыбах шел в счет Калыма, и все-таки это отдельный подарок. Например, Джантимир Шанаев писал, что фатыбах шел не в счет выкупа, а в качестве подарка именно жениха, то есть будущего зятя, семье невесты. И рассматривал в контексте этого понятия такую идиому, чтобы дело ваше стало таким же, как стрела. Этот подарок символизировал удачное сватовство, то есть удачную и будущую жизнь новой молодой семьи. Такой этнограф, как Каргиев, объясняет это понятие по-своему. Он его рассматривает с той позиции, что фатыбах дарился зятем для того, чтобы он мог свободно посещать родственников невесты и преподносился в момент шушакса, да, визита досвадебного в дом невесты. По исследованию Чочиева смысл этого понятия фатыбах выступает из условностей самой свадебной обрядности осетин и связан с таким моментом, когда невесту водили к святилищу Мадымайрам, при котором мальчики, сопровождающие эту процессию, осыпали святилище наконечниками стрел. Позже это были пули. И произносилось благопожелание при этом, чтобы у невесты были 7 мальчиков и 1 синеокая девочка. После же рождения уже ребенка, если это бывал мальчик, то к святилищу подносились стрелы. Также термин фатыбах может восходить к родинному обрядовому тексту осетин и связываться с празднованием исполнения года мальчику, рожденному в новой семье, которому также приносились предметы оружия, в том числе стрелы. А можно уточнить, что помимо Калыма, который, например, давался скотиной, да, или денежным эквивалентом, какие-нибудь подарки входили еще в ирод, в Калым, да? Наверняка в разные периоды Калым видоизменялся, но зафиксировано, что чаще всего в качестве скота выдавался этот Калым, оружие. У меня такой вопрос. В дагестанском обрядовом цикле предсвадебном есть такой момент, когда невеста входит в дом, они запускают стрелу в потолок. Эта стрела висит до тех пор, пока первенец не родится. У нас существовало что-нибудь такое, связанное со стрелой? Вот именно что касается порога, да, Ашар, ты говоришь? Не именно порог, а вообще. Просто стрела, получается, что-то такое, сакральный какой-то предмет, который несет какую-то символику. Он присутствовал в каких-то других свадебных обрядах у осетин? Вот в обряде снятия фаты существуют такие локальные различия, и нами зафиксировано, что иногда приподнимали фату невесты в этом обряде именно стрелой. В фольклоре встречаются такие моменты, когда девушка там сидит в башне, и для того, чтобы она спустилась, показала свой лик, отдала свое сердце какому-то избранному, суженому своему, он должен привести коней.
Да? Получается, что конь и стрела как-то вот связаны в плане знаковости. У Астин же каждое животное и каждый символ нес какой-то сакральный смысл. В сакральном контексте они как-нибудь связаны? Если рассматривать с этой позиции и объединять эти два символа, фат, стрела, конь, в один символ, то конь может выступать как символ плодородия, в том числе как и стрела. Судя по всему, раньше больше был распространен Колым, а сейчас больше распространено приданное невесты. А приданное в астинской традиции было? Конечно, приданное невесты было обязательным атрибутом. Он готовился задолго до самой свадьбы, за год, за два. Почему такой период, год-два, да? Девушку раньше, когда сватали, то еще проходил такой период. Сторона жениха собирала тот самый колым, ирод. И поэтому такой большой промежуток между процессом сватания и самой свадьбой. Курдват бадун назывался этот обычай, когда девушка сидела, она уже засватана, она уже принадлежит роду будущего мужа и уже не является девушкой на выданье. Она себе шила наряды, потому что она уже не могла надевать ту одежду, которую носила до свадьбы. Она особенно уделяла подаркам матери жениха, отцу жениха и, что самое важное, кухлхасагу и мзуарджину. Особенные подарки своими руками раньше, естественно, она готовила ноговицы, там, да, кухлхасагу, башлык, то есть это приданое. И вот послесвадебный обряд, который ушел уже и сейчас не бытует практически, это обряд чензычерншкахан. После свадьбы уже собирались вместе с кухлхасагом сторона жениха уже и невеста. То есть ее представлял из ее стороны, можно сказать, только кухлхасаг. И то он не с ее стороны, а как ее шафер. И происходило озвучивание подарков невесты, приданного невесты по пунктам. Еще такой обычай, ну, пожилые там женщины, они очень часто любили повязывать платочек. Ну, сейчас тоже есть такое, например, буквально недавно, там, Лени Чермен, такое было. Повязывают на что-то платочек, именно на чемодан, да, сейчас уже коробочку невест, ну, и обязательно чей платок уже после обряда этой женщине давали подарок. А мужчины могли свой головной убор там закинуть на этот сундук. Ну, сейчас уже там коробка. А вот если еще вот вернуться к обряду Колыма, вообще вот в то время для чего его смысл, цель какая была? Даже вот фильм про Хаджи Умара Дзарахохова, да, вот, ну, прямо жизнь трагедия, да, вот из-за того, что он не смог этот Колым осилить, вот вся его жизнь так прошла. И ведь много, вот даже наши старшие рассказывали, что многие вот ребята уезжали из Осетии, вот пытаясь заработать на этот Колым. И вообще как бы цель у наших предков, для чего это было нужно? Именно ирод. По моему мнению, это все-таки связано с почитанием все-таки женщины. То есть девушки, которая продолжение рода обеспечит этой фамилии, и в качестве залога, выкупа, что он достоин как бы этой девушки, рода этой девушки. Скажите, пожалуйста, а как менялся состав приданого, как он изменился со временем? То есть с чего начиналось и к чему мы пришли? Спасибо. Изначально его когда-то в прошлом вообще не было. Потом это были личные вещи девушки, наряды ее, постельные принадлежности и так далее. Потом медные какие-то предметы, сундук тот же самый, который выступал в качестве ее шифоньера, то, что мы сейчас называем. Со временем от личных вещей, то есть, которые она готовила для себя, он перешел в подарки для семьи жениха, родственников жениха. Все мы знаем свадьбу, как вот мы привыкли, что вот невесте посватались, миноварта. Но были же другие обычаи, которые совершенно отличаются от наших сегодняшних понятий. То есть было такое, что авдам мафидат. То есть девочка могла в колыбели находиться, две семьи настолько тесно дружили, что могли договориться о свадьбе жениха и невесты, когда они еще были маленькие, в колыбели. Для этого же тоже существовал какой-то ирод. В процессе именно этого обряда, который вы указали, Авдан Мафидат, ее сватали практически точно так же, как и девушку на выданье, то ли более взрослую. И это приравнивалось, то есть, к обычному свадебному обряду. А в этом обряде присутствовал как-нибудь тот символ, про который мы говорим, вот фат? Фат и бах, да. Также оставляли стрелу в колыбели
этой девочки, этого младенца, подкладывая ее под голову девочки. То есть в качестве мышайнак, залога. Скажите, пожалуйста, еще, вот вы рассказали о том, что фату невесты поднимали стрелой. Вот мне интересно, оружие в каком-нибудь виде еще присутствовало в свадебных обрядах? Не в каждом ущелье присутствовал, например, нож. Его во время обвода невесты вокруг очага Кухолхасак ударял этим ножом по цепи надочажной, произнося при этом благопожелание. Когда свадебный поезд с невестой и поезжанами следовал из дома невесты в дом жениха, перед тем транспортом, где везли невесту, либо плетью могли об пол, да, вот так, такие апотропейные, как защитные функции, да, носила, как бы защита от глаза, если так простым языком говорить. Когда появилось оружие, уже стреляли из оружия. Также это чисто практическую такую функцию несло, что поезжане подъезжают к дому невесты. Косяк двери, в которую вводили невесту, она сама не входила, ее вводили в доме жениха, тоже имеет значение. Мазали смесью меда и маслом порог. Также вонзали либо в прошлом стрелу в дверной косяк, либо нож в дверной косяк. То есть это тоже такие, наверное, апотропейные функции, да, носила эти обряды. Спасибо вам за внимание. Это все, что я хотела вам рассказать о понятии Ирод, о понятии Фатыбах, которые уже исчезли из современной свадебной обрядной системы.